Этот чешский техникум специализируется на информационных технологиях, дизайне и инженерном деле. Однако тема сегодняшнего занятия — опасности, которые несет в себе кремлевская пропаганда. Мы находимся в самой гуще информационной войны. Преподаватель Станислав Мелихар раздает студентам распечатки статей из интернет-источников, которые они должны проанализировать. Вот у нас статья «10 ложных фактов об Украине». Например, ложь номер 8. В главе «Украинское правительство» стоят радикальные националисты и фашисты. Статьи вроде этой вовсе не обязательно правдивые, ведь написать можно все, что угодно. Материалы к уроку Станислав Мелихар берет на сайте чешской неправительственной организации «Человек в беде». В опубликованных там текстовых и видеоматериалах говорится, что Кремль пытается снизить общественную поддержку прозападной политики, проводимой в Чехии. В этом видео рассказывается о сайтах на чешском языке, на которых новости излагаются с позиции теории заговора или говорится полуправда. В данном случае речь идет об Украине, однако это касается и чешских новостей. Проезд колонны американской военной техники весной 2015 года вызвал бурную реакцию у пророссийских новостных сайтов. Они писали о предательстве и проезде оккупационной армии. Студенты разбились на группы и анализируют статьи. Перед ними калейдоскоп из материалов, взятых из центральных чешских изданий и прокремлевских сайтов. Ребятам не просто отличить одно от другого. Даже независимое издание может публиковать сложную или поддельную информацию. Никогда нельзя сказать точно. Самое важное — кто пишет, с каких позиций, каковы источники информации. Преподаватель считает, что российская пропаганда уже повлияла на многих студентов. Она посеяла столько сомнений и путаницы, что те теперь просто не знают, кому верить. Я вижу, что с Востока, из России, идет дезинформация. Ее очень много, и даже если она не формирует напрямую их точку зрения, то подавляет ее. Значит, ими легче манипулировать. А ведь у них уже есть право голоса на выборах. Урок проливает свет на то, каким эти студенты видят окружающий мир. Один из них говорит о засилии американской пропаганды, другой — о цензуре в Германии. Многие просто признаются, что запутались. Честно говоря, я не думаю, что понимаю новости, потому что очень много противоречивой информации, и кажется, что вычленить правду невозможно. Кому-то неинтересно во всем этом разбираться, кто-то относится к уроку с безразличием. Но возможно, что остальные станут внимательнее относиться к источникам и принципам подачи материалов, которые они читают в сети, особенно если дело касается Кремля.